Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, кто и зачем в доме на улице Меридианная нанес 4 ножевых ранения 23-летнему молодому человеку. Да, ранил. Сзади, впереди. Расскажем, почему вспыхнул дом на улице Большая Армавирская в Казани. Дом горит, ничего не могу сделать. Не должен полыхать. Второй час горит, второй час. И гибели в огне людей в Актанышском районе и Кукмаре. А также 64-летний мужчина попал под колеса иномарки на улице Мира. Это банально тупого поступка. С дорогы побежал, все. Почему вину за это чувствует его друг? Вот такой тормозной путь был. Кто полетел, я думаю, все, это насмерть. Это и не только. Прямо сейчас. 4 удара ножом получил 23-летний молодой человек, пытаясь сохранить своей возлюбленной здоровье, а в глобальном плане может быть и жизнь. Они не ссорились, скандалов не было, но подруга раненого, по его же рассказам, пристрастилась к запрещенным веществам. И в этот вечер собиралась к знакомым за очередной дозой. Он ее пускать не хотел, и девушка взялась за нож. Девушка. А зачем? 23-летний раненый молодой человек рассказал, квартиру в доме на улице Меридианная снимают со своей девушкой. Ей 18, и именно она 4 раза ударила его ножом. Да, ранил. Сзади, впереди. Рассказывает, все было спокойно, никаких ссор и конфликтов, говорит подруга, зависимо от запрещенных веществ. Ему это не нравится. Этим вечером собралась к друзьям по интересам. Молодой человек ее не пускал. Проблему она решила быстро, взяв в руки нож. Дожидаться медиков подруга его сердца не стала, оставив своего молодого человека в опасности. Она убежала, когда я туда ее потерял. Установлено, что между мужчиной и женщиной возник конфликт, в результате которого женщина нанесла ножевое ранение мужчине. Полицейские проводят комплекс разыскных мероприятий по задержанию 18-летней девушки. Раненого парня срочно госпитализировали. Процессуальное решение будет приниматься, исходя из тяжести полученных пострадавшим ранений. Вероника Гайнудинова, Дарья Кореева, «Вызов 112». 2 человека погибли в огне за выходные в Татарстане. В деревне Тыннамасово Актанышского района жертвой пожара стал 59-летний мужчина. Увидев полыхающий дом, соседи позвонили в пожарную охрану. До их прибытия из дома смогла выбежать 64-летняя женщина. Она успела сказать огнеборцам, что внутри дома находится ее муж. После этого ее госпитализировали в больницу Автограда. Пожарные потушили пламя на площади 36 квадратных метров. И во время разбора сгоревших конструкций обнаружили тело погибшего. А в Кукмаре в собственном доме сгорела 75-летняя женщина. Примерно в 9 часов вечера там загорелся дом и надворные постройки. До приезда пожарных расчетов родственникам удалось вывести из полыхающего строения 76-летнего мужчину. А его супругу спасти не смогли. В течение часа огнеборцы справились с пожаром на площади 300 квадратных метров. Предварительно неправильно было устроено и использовано электрооборудование. Перекал печи. Именно это считают причиной пожара соседи сгоревшего дома на улице Большая Армавирская в Казани. Говорят, огонь вспыхнул в бане. Когда заметили пожар, спасать баню было уже бессмысленно. Успели только собрать самое необходимое, собраться самим и выгнать за ворота автомобиль, как пламя уже перекинулось на сам дом. Дом горит, ничего не могу сделать. Он разгорается. Не должен полыхать. Второй час горит, второй час. Хозяева горящего дома и их родственники были в шоке и не знали, что делать. Смотреть, как огонь поглощает дом, было невыносимо. Понятно его, что же можно понять. Когда твой дом горит, ты видишь, как твой дом горит, который ты сам строил. Конечно, противоречивые чувства там могут посетить. И пожар здесь сделал все, что могут сделать. Обстоятельства такие, ничего не поделать. Огонь, рассказывает, начался с бани. Ее как раз топили. Когда заметили пламя, успели только собрать все ценное и выйти на улицу. Огонь перекинулся на сам дом. Так-то вроде сами живы, здоровы, хорошо все. Машину успели выгнать. Рассказывают, пламя было большое. Боялись, что огонь перекинется и на соседние дома. Здесь открытый огонь был прямо, как машина большой. Огонь выходит на наш дом, сбрасывается. Думаю, у нас тоже горит. На помощь приехали друзья. Соседние дома отстаивали с лопатой в руках. Вроде пока нет. До этого что-то открытый огонь прям полыхал в эту сторону. Мы снегом закидывали, сейчас вроде нормально. Вот сейчас единственный конек он потушить.
Осталось ли что-то целое, владельцы горящего дома не знают. Внутрь их не пускают. Но надеются, полыхала обрешетка крыши, и, возможно, огонь до жилых помещений не дошел. В любом случае, ему сейчас потребуется серьезный ремонт. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям. Татьяна Тимошенко, Дарья Кореева, вызов 112. 64-летний мужчина вместо бара в поселке Дербышки, куда собирался пойти с другом, оказался на больничной койке со множеством травм. Дом и пункт назначения разделяют улица Мира, которую мужчина и решил перебежать в неположенном месте. Удар был очень сильный. Его товарищ пошел через дорогу по всем правилам по пешеходному переходу и сразу после наезда подумал, что другу уже не спасти. Вся вина чувствуется на моей шее. У них была одна цель, но разные к ней дороги. Товарищ пострадавшего мужчины во всем винит себя. Рассказывает, после работы немного выпил. Захотелось еще, но не просто так, а в душевной компании. Вот и позвонил своему другу. Ты дома спал. Зачем в бар идти пить? Да. Он же трезвый образ жизни. А мне захотелось компанейскую найти вкус. Я, неправильное решение. К намеченной цели шли разными путями. Друг пострадавшего по пешеходному переходу, а 64-летний мужчина время, видимо, решил сэкономить. Скорость какая была? Вообще скорость большая была. Он здесь шапка, он там лежал. Машина вон, этот здесь. Вот такой тормозной путь был, что полетел. И я думаю, все, это насмерть. Я такое увидел. При мне это в первый раз в жизни было, чтобы так человек летел и живой остался. Я в шоке был. Водитель Рено рассказывает, человека просто не видел. Перед капотом мужчина оказался неожиданно. Машину вильнул, я его все равно задел. Куда мне, как остановиться? Если бы я его нормально увидел, тогда бы я остановился. Теперь у меня никого не было, по дороге побежал. Вот он, я смотрю на дорогу, он мне слева просто прыгает в машину и все. Как я его увидел? У меня же кабака нет глаз. Повреждения, полученные автомобилем, говорит, заслуга мороза, а не скорости. Замерзший пластик от небольшого удара просто разлетелся на куски. На место тут же вызвал скорую помощь. Медики приняли решение о госпитализации пострадавшего. В принципе, живой остался. Травм почти, не знаю, возможно, позвоночник сломал. Там можно инвалидом стать. Сейчас он там неизвестный какой. Машина сердце. Из-за чего из-за банального тупого поступка с дорогы побежал. Все. Степень вины каждого из участников происшествия будут устанавливать автоинспекторы на детальном разборе в ГИБДД после того, как пострадавшему поставят точный диагноз. И будет понятно, какой степени тяжести травмы он получил. Рания Абдрахманова, Дарья Кореева, вызов 112. Автобусы Део Джентра столкнулись на улице Мавлютова в Казани. От каких-либо комментариев водитель легковушки отказался. Ну а мужчина, который управлял автобусом, сообщил, что отъезжал от остановки. Именно в это время к нему прижался корейский автомобиль. Далеко был, я от остановки метров 30 проехал, вот на главную дорогу, а откуда-то появился сзади ударился. Который со остановки выезжает автобус с поворотным ключом, они должны уступать по правилам. Каждый себя считает. В салоне автобуса находились пассажиры, никто из них не пострадал. Людям пришлось выйти на улицу и ждать другой транспорт. Определять степень вины участников ДТП будут автоинспекторы. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.